Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова видеть на своем канале. Сегодня такое вот видео, ну, скажем, обзорчик небольшой. Продолжаю готовиться к новому головлевому сезону. И мне ребята, значит, прислали потестировать кое-какие приманки. Значит, там компания Ronin Rush вышли на меня. Говорят, вроде посмотрите наши приманки. Вот, я посмотрел и ввиду того, что как бы я последнее время заразился ловлей головля, выбрал приманки именно на эту рыбу. Ну и там еще пару-тройку кое-каких приманок. Пришла посылка, давайте ее сейчас с вами вместе вскроем, посмотрим, какие воблеры. Честно говоря, даже не знаю, какой раскраски там, что, как. Будем с вами сейчас вскрывать и посмотреть, что к чему. О, здесь еще один пакетик. Значит, что у нас тут? Чердак рыболова. Это магазин в Москве, я так понимаю, вот, где они реализуют как раз вот свою продукцию. Все они изготавливают, я так понял, сами. Вот эта фирма Ronin Rush. Вот, а продают вот в таком магазине. Ну давайте посмотрим, что прислали. Сейчас выложу все тогда, давайте. Так. Что у нас тут? Ну, давайте как-то... Значит, вот смотрите. Приманки у них упакованы в пакетиках. Я так понимаю, что это связано с тем, чтобы... Ну, дешевле они были на выходе, потому что коробочки тоже стоят денег, а, как правило, коробочки все выкидываются, поэтому упаковано вот в такие вот пакетики. Вот. Дешево. Вот. Ну, вот так вот. Ну, давайте начнем вот с такого воблера. Посмотрим, да. Называется он Концепт Инкубатор. Ну, я смотрю, здесь все воблеры это реплики на очень дорогие воблеры какие-то. Конкретно вот этот, это значит на Duo. Фирмы Duo, там вот такой вот воблер. На нем написано Ronin Rush. Вес у него, значит, 8,1 грамм, заглубление 10-80 сантиметров и длина 40 сантиметров. 40 миллиметров, да? Вот такой вот. Ну, такие вот я видел уже, как бы вот, это типа боксер от Касадаки, что ли, такой вот похожий, да? Вот такой вот воблер. В нем маленькие шарики. Вот, ну давайте посмотрим. Взвесим тоже. Ой, упал. Так, что-то 7,8. Да, а заявлено 8,1. Ну, как-то так. Крючки острые, как бы цепляются. Вот такой вот воблерок. Это вот чисто вот головлиная тема. Будем пробовать, значит. Так, следующий воблер у нас такой вот большой. Так, ну, пакетики нам, так скажем, не нужны. Ну, давайте их сразу будем вот в сторону выбрасывать. Так, да, название воблеров не пишут, на нем написано тоже Ronin Rush. Вот такой вот здоровый концепт Combat. Это реплика на воблеры Evergreen. Вес у него заявлен 17,4, заглубление от 0 до 20 сантиметров. Длина 60, значит, у него миллиметров. В нем какой-то один здоровый шарик.
Ну, что вот хочу по этому воблеру сказать. Вот по покраске, как бы, вот если видно, то он как-то плохо покрашен. Он такой вот какой-то матовый, и есть вот непрокрас в нем. И крючки здесь маленечко другие, хотя острые, но качество на первый взгляд сомнительное. Так, давайте попробуем взвесить. 17 и 10, да, а там 17,4. Ну, это может быть врут весы там у меня, не знаю. Ну, так вот приблизительно так и весит, да. Вот такой вот. Ну, это вот если даже ловить головля, то это где-то заряжено на трофейного головля, я думаю. Ну, на щуку можно его использовать, как бы, посмотрим, как бы. Хотел поэкспериментировать всегда тоже вот с крупными приманками. А то у меня в основном, как бы, вот приманки вот такого формата, головлиные, а большие я не кидал. Вот, ну, посмотрим. Да, конечно, вот этот такой какой-то блестящий, а этот матовый. Так, это у нас это типа Малаз воблер, реплика на Лайки Крафт. Это поверхностная приманка для ловли щуки, наверное, в траве. Ну, почему бы и не попробовать на нее тоже половить головля. Не особо шумная, есть там шумовая камера какая-то. Крючки здесь тоже, ну, такого сомнительного качества какого-то на самом деле. Острые, ну да, острые вроде бы. Но крючки, наверное, можно было бы заменить, наверное, заменю, посмотрим. Попробуем на него половить. Значит, заявленный у него вес 10,5 граммов, длина 55 миллиметров. Сейчас посмотрим. Да, 10,5. Вот это совпадает по весу. Вот, ну попробуем его, как бы. Я давно обращал внимание на данную приманку. Вот, даже где-то на Алиэкспресс видел, их там продают. Хотел заказать, но вот, как говорится, у меня в руках такая приманка. Опыта на такие приманки ловить у меня нету. Будем с вами экспериментировать, попробуем. Так, давайте посмотрим следующую приманку. Это концепт Baby Грифон. Ну, здесь вот сразу вот крючки, даже вот когда доставал, сразу видно, что здесь вот качество получше у крючков. Это реплика на воблеры, значит, Мегабас. Вот у меня есть оригинальные воблеры, такие очень хорошо ловят, значит, они головля. Будем посмотреть, как этот ловит. Так, заявленный вес у него 5,1 грамм, сейчас посмотрим. Да, так оно и есть. То бишь, вот этот соответствует, 5 грамм, 5,1. Вот, и качество исполнения у него, ну, хорошее, как бы. Мне почему-то вот не понравился, как вот этот покрашен воблер. Я думаю, что если его даже, ну, щука схватит, как бы на нем очень быстро краска облезет. Вот, вот уже даже вот, ну, уже вот он, видимо, терся крючками и уже пошарпался весь, как бы. Вот, а эти вроде бы хорошо покрашены. Так, значит, что еще? Значит, смотрите, какой воблер еще мне прислали. Этот уже воблер у нас в хорошей коробке. Называется он Джерри. Так. Вот такая вот, наверное, это крыса, да, мышью назвать. Да, это крыса. Это реплика, значит, на Savage Gear. В комплекте есть запасной хвостик, вот такой вот. Значит, если бы она была бы немного поменьше, я думаю, для головля это было бы, ну, вполне актуально, как бы. Но тем не менее, все равно хочу попробовать данную приманку
именно в головлиных местах. Вот, головль хватает, как бы все, что вот движется по воде, там, почему бы и нет. Вот, решил попробовать на такую, как бы, рыбалка на головля у меня уже переходит такие в экспериментальные рыбалки. Хочется что-то новое попробовать, поэтому почему бы и нет. Вот. А так это, в принципе, приманка заявлена для ловли тайменя, щуки. Вот. Хочу попробовать на нее поймать головля, ребята. Вот. Ну, не знаю, давайте попробуем ее тоже взвесить. Заявлена она 20 грамм. Ага. Ну, показывает 19. Ну, тут хвост валяется на столе, там плюс-минус, да. Вот. И хвост, если щука отгрызет, можно будет заменить на другой. Также ребята прислали колебалки. Вот такие колебалочки. Я головля на колебалке ни разу не ловил. Почему-то, ну, я знаю, что это эффективные тоже приманки, но как-то я вот в воблерах вижу вот, ну, какую-то душу, тут глазки там туда-сюда, как-то вот мне они более приятны в руках. Но если прислали, мы с вами потестируем и колебалочки тоже на головля. Приманки эти все ихнего изготовления, они их сами изготавливают. Еще раз напомню, это фирма Ronin Rush. И, значит, что хочу сказать. Значит, это все реплики, да. Насчет колебалок не знаю, это очевидные реплики. Оригинальные приманки такие стоят очень дорого, за 1000 рублей. Эти приманки очень бюджетные. Оставлю ссылки, значит, на ребят. Посмотрите, сколько стоят эти приманки, будете приятно удивлены. Для чего они мне их прислали? Да просто для того, чтобы об них узнало как можно больше людей в разных регионах. Поэтому они вот рассылают блогерам, чтобы показали свою продукцию. Вот. Это все мы с вами потестируем. Как только закончится нерестовый запрет, свободно выйдем на лодке на реку нашу любимую Мокша. И все это там с вами протестируем. Сделаю видеоотчетик с воды, как это все работает, держит струю, эти приманки не держат, потому что для ловли головля очень важно заброс приманки, да, чтобы она летела хорошо, чтобы приманка хорошо держала струю, ну и соответственно привлекала рыбу. Вот. Это все мы с вами проверим уже на воде. Вот. Ну все, на этом, я думаю, как бы закончим. Всех был рад видеть. Ссылочки под видео оставлю. Заходите, смотрите, покупайте на ваше усмотрение. Все, ребята, увидимся на воде. До новых встреч. Пока-пока.